Твое тетя. Твое солнце. Это пробуждение. Твоя проекция. Не прервется. Вечное движение. Так прекрасно. И полна. Твоя жизнь. Дискуссии, лекции, мастер-классы, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. 188 стран мира, 30 тысяч молодых активистов, которые все вместе ищут ответ на один единственный вопрос – как сделать мир лучше. Степ-бай-степ, каждый из этих ребят ведет свой город, свою республику, свою страну к большому будущему. Десятки дискуссионных площадок на самые актуальные темы – развитие гражданского общества и госуправления, модернизация здравоохранения и экономика будущего, волонтерское движение и благотворительность, беседы с политиками и спортсменами, мастер-классы и тренинги, мировые личности, добившиеся успеха в той или иной сфере, люди, с которых сегодня берет пример молодежь со всего мира. Во время фестиваля участники смогли вживую увидеть, пообщаться со своими кумирами. Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее – это вы. Именно с этих слов Владимир Путин торжественно открывает Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. Открытие фестиваля надолго приковало внимание всех. Царящая здесь атмосфера многим напомнила открытие Олимпийских игр в 2014-м, что уже говорит о масштабах фестиваля. Россию представили как страну возможностей. Прочно стою скалой, вся я противоречие и постоянство, из вечных контрастов царства. Изображение – это профиль, анфас, знакомо буквально любому из вас. Белла Богатырева, участница фестиваля от нашей республики, наверное, не пропустила ни одну из площадок, но больше всего девушке запомнилась встреча с сильным духом человеком Ником Вуйчич, профессиональный оратор, который родился особенным, несмотря ни на что вдохновляет других жить. История этого молодого человека покорила сердца миллионов, и Белла не исключение. Не ищите отговорок и мечтайте по-крупному. Австралийский писатель и меценат настроил ребят на покорение новых вершин. Мне запомнилось то, что он говорил: если у вас что-то с первого, второго, третьего раза не получается, то не бросайте это, продолжайте добиваться, и вы в конце добьетесь своего. Ингушетию на форуме представили более 40 человек. Каждый из них вернулся преисполненным вдохновения. Все они получили от форума больше, чем планировали. Столько интересных площадок, успеть хотелось везде и всюду, делятся ребята. Сотни представленных проектов от волонтерства до атомной энергетики. Адам Калиматов поехал на фестиваль с экологическим проектом «Школа ресайлинга», который уже выиграл в этом году на Машуке. Не менее удачно для молодого человека завершился и этот фестиваль. Некоторое количество контейнеров будет представлено от самой компании Pepsi-Cola за их средства. И, соответственно, я считаю это большим достижением для нашего проекта. Наша республика, как часть большой страны, представила свой стенд. Ингушский быт, культура и гостеприимность не оставили иностранцев равнодушными. Услышав ритмы гор, они невольно бросались в пляс. И неважно, что до этого момента многие даже и не имели никакого представления об этом танце. Я говорю: а что конкретно вас интересует, ребята? Что-нибудь особенное? Говорит, я такая, я забыла. I forgot. Я говорю: лезгинка? Yes, лезгинка, короче. И я человек, который танцевал лезгинку в далеком, я не знаю, 2006-2007 году. Да, и пришлось дать мастер-класс ребятам из Австрии. На фестивале молодежи и студентов побывал и глава региона Юнусбек Евкуров, пообщался с ребятами, отметил значимость такого фестиваля и подчеркнул, что за ними будущее. Новые друзья, новые знания, новые взгляды на мир. Действительно, как отметил глава государства Владимир Путин, этот фестиваль навсегда остался в сердцах всех участников. Молодежь со всех континентов мира собрана здесь, у нас, в России, уже в очередной раз не случайно. Кто бы что бы ни говорил, Россия – страна мира и созидания. Как отметил Путин, именно сегодняшняя молодежь должна разрушить все неправдивые стереотипы, а чтобы строить лучшее будущее, нужно шагать по одному пути, вместе, плечом к плечу. Талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры,
свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. За эту неделю абсолютно не похожие, казалось бы, на первый взгляд люди из разных уголков мира стали чуть ли не лучшими друзьями, каждый из которых представляет свою культуру и обычаи. Одно, когда видишь все это по телевизору в культурных программах, другое, когда сам можешь подойти к индусу, арабу, французу, итальянцу, познакомиться, расспросить обо всем, что интересно, увидеть в нескольких людях отражение всего народа. Всемирный молодежный форум дал возможность убедиться в том, что молодежь всего мира объединяют одинаковые мечты и переживания. पाकिस्तान ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि खुद मुख्तारी और हौसले की एक बेहतरीन मिसाल है। От Калининграда до Владивостока приезжих участников фестиваля также знакомились с культурой и историей России. Только вместо скучных лекций или видеороликов участники увидели все воочию. Для них организовали тур по 15 регионам страны. Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. Свое начало он берет с 1947 года. Первый раз он прошел в Праге. В СССР приехал только в 1957 и продлился 2 недели. Затем во второй раз в 1985 году. И, наконец, после длительного перерыва в 32 года он снова решил собрать молодежь со всего мира на нашей российской земле. Молодые люди только успели освоиться и подружиться со своими новыми друзьями, как фестивальная неделя подошла к концу. Прощаться всегда грустно, но век нанотехнологий им нетрудно будет поддерживать связь друг с другом, несмотря на огромное расстояние. Самым красочным завершением Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 стал красочный фейерверк. Индира Манкива, Зелимхан Калоев, Магомед Урсханов. Новости 24.